Огонь всего за несколько минут уничтожил все, что было у целой семьи. Неделю назад в поселке Аракчино сгорел дом. В нем жили 3 человека. Они считают, что лишь чудом остались в живых. О жизни после пожара Юлия Гоголева. Вот этот зал, где мы жили. Вот, как видите, тут жить невозможно совсем. Да, все сгорело. Это одна из комнат сгоревшего дома, а вернее, все, что от него осталось. Огонь уничтожил все 11 ноября. Здесь жили 3 человека, хозяйка дома и ее сын с женой. В ту ночь, считают, чудом остались в живых. Мужчина случайно вышел на улицу и увидел огонь. Уверены, что пламя перекинулось с бани. Она хоть и стоит вплотную к их дому, но принадлежит соседям. Ее им подарила бывшая хозяйка. Когда загорелась баня, я видел огонь уже около их трубы. Начал, когда уже бегать, всех будить там, что-то за какими-то вещами хотел, за телефоном, за курткой забежал. И потом свет пропал. Свет отключился, он что успел вынести, очень мало. Огонь перешел дальше, мы еще выносили вещи, вот люди с завода пришли, выносили вещи. На помощь бросились соседи, но справиться с пламенем своими силами не смогли. К приезду огнеборцев дом горел уже полностью. Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил все на площади 79 квадратных метров. Точная причина пожара не установлена до сих пор. Это, в числе прочего, не позволяет получить деньги. Дом был застрахован, хоть и не полностью. Купить одежду и снять жилье просто не на что. Живут у соседей, пока есть такая возможность. Тут соседи давали, мне с работы привезли там 8 пакетов куртки, что-то. Ну, собрали кто что мог. Я еще хотела поблагодарить всех, кто сегодня прислал деньги. Кто 150, кто 200 рублей. Это, знаете, вот до слез просто. У человека нет денег, а он 200 рублей все равно шлет. Сгоревший дом восстановлению не подлежит, но семья не теряет надежды со временем построить новый. А пока рада любой помощи, чтобы прожить первое, самое трудное время.